Ассаляму алейкум. Для того, чтобы правильно практиковать религию ислам, необходимо начать с основного. Это акида. Итак, мы начинаем наши уроки по книге Аль-Ибадат Исламия, и начнем мы с термина ислам. Что же это такое? Ислам – это совершение дел в соответствии с истинной религией Аллаха. Ислам в переводе с арабского означает покорность, подчинение, предание себя Всевышнему Аллаху. Религия, которую Всевышний Аллах даровал пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, называется ислам. Всевышний Аллах ниспослал пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, религию ислам, дабы научить людей добру. Религия ислам самая правильная и истинная. Человек, соблюдающий постановления религии ислам, будет счастлив как в этом, так и в последующем мире. Человек, уверовавший в истинность религии ислам, считается верующим и мусульманином. Наша религия – ислам, и все мы, хвала Аллаху, мусульмане. В исламе деяния людей делятся на 8 видов. Это фарз, ваджиб, сунна, мустахаб, мубах, харам, макрух и мустакрах. Деяние под названием фарз. Фарз – это обязательное деяние. Совершающий эти деяния будет вознагражден Аллахом, а тот, кто не совершает эти деяния, будет считаться грешником. Тот, кто считает эти деяния необязательными, становится неверующим. К деяниям фарз относятся вера в истинность религии ислам, ежедневный пятикратный намаз, пост в месяц Рамазан, ежегодная выплата закята с имущества и совершение при наличии возможности хаджа в благословенную Мекку. Деяние под названием ваджиб. Ваджиб – это необходимые для всех мусульман деяния. Тот, кто совершает эти деяния, получает вознаграждение от Аллаха, а тот, кто не совершает, будет считаться грешником. Тот, кто считает эти деяния необязательными, не становится неверующим, однако будет считаться грешником. К ваджибу относятся витр-намаз и праздничные намазы, милостынный фитр и жертвоприношение курбан. Сунна – дополнительные деяния. Тот, кто совершает эти деяния согласно сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, получает вознаграждение от Аллаха. Тот, кто не совершает их, не совершает греха, но будет лишен заступничества в судный день от пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. К деяниям сунны относится начинать дела с бисмилля, начинать чтение Корана с а'уду билляхи минаш шайтанир раджим, чихнув говорить альхамдулилля и приветствовать верующих и так далее. Деяние под названием мустахаб. Это поощряемые деяния. Совершающий поощряемые деяния будет вознагражден Всевышним Аллахом, а тот, кто не исполняет их, не будет считаться грешником и не будет удостоен порицания в судный день. К делам категории мустахаб относятся совершение дополнительных намазов, дополнительный нафиль пост, раздача добровольных подаяний и чтение Корана в свободное время. Деяние под названием мубах – это разрешенные деяния. Совершающий разрешенные деяния не получает вознаграждения от Аллаха, но и не совершает греха. К разрешенным деяниям относятся насыщаться дозволенной пищей, сидеть, вставать, произносить слова, которые не приносят вред. Харам – запрещенные деяния. Тот, кто совершает запрещенные деяния, становится грешником. Тот, кто считает запрещенные деяния дозволенным, становится неверующим. К запрещенным деяниям относятся убийство живого существа, издевательство над людьми и животными, сплетни, воровство, употребление спиртных напитков. Деяние под названием макрух – это порицаемое деяние. Тот, кто совершает и считает это дозволенным, становится грешником. К порицаемым относятся такие действия, как непристойные песни, непристойное поведение, азартные игры и так далее. Мустакрах – неприличные деяния. Совершающий их не совершает греха, но его поступок является неприличным. К неприличным поступкам относятся употреблять пищу на рынке или на улице, зевать, не прикрывая рта, громко отпрыгивать и так далее. На этом наш урок заканчивается. Встретимся на следующих занятиях. Спасибо за внимание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.